У меня есть такое ощущение, что очухавшись от первого шока, от провала с покушением на Аркадия, русская пропаганда стала, и как бы получив такую реакцию от Запада, что там, ну что это, фальсификации, мы не верим, западные СМИ, но они в другом мире немножко живут, да, где там все доказательства, почему это, значит, имитировали, не должны были. Я сам с польскими журналистами вроде вменяемыми разговаривал, тоже как с удивлением смотрел, говорю, ну, мы уже могли просто убить. Нет, договорились за то, что он и погибнуть даже должен был, но ни за что не открыть дверь сотрудникам СБУ, которые хотели бы его защитить. Вот это реально до такого западные журналисты договорились. Сейчас, я не знаю, в западных СМИ потрезвее стала оценка. Но первые дни было такое. Они это услышали, да, и начали вот это продвигать идею, в том числе с помощью, я не говорю, там, что они на заказ какой-то размещали, но вот этих возмущенных русских либералов, которые с такими слезами и соплями хоронили Бабченко, а теперь, значит, его осуждают, и заодно главный их тезис, ну, Бабченко, понятно, подонок и гад, но СБУ сделала фейк. СБУ сделала фейк. И мне кажется, вот если это, грубо говоря, бесплатная, во всех смыслах этого слова, такая пропаганда, то, значит, у ФСБ все получилось в плане русской либеральной общественности. Потому что они сами все делают. Ну, во-первых, я так скажу, то есть, мне не очень нравится употребляешь слово «русский», да, то, что в данном случае дело не в национальности. Могу сказать «россиянин», в украинском языке слово «русский», «россиянин» одно и то же. Я понял, но тем не менее, да. Чтобы, то есть, так, это точку над «и» поставить с крапочкой. Значит, эта либеральная общественность тоже не имеет национальности, потому что как раз больше всего возмущением, значит, поступком Бабченко и на западной либеральной части общественности. Да, вот, грубо говоря, вот это там, где вот Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, вот там скорее возмущение, да, там всякие союзы журналистов, то есть вот точно так же, как и репортеры без моральных границ. Да, да, вот это все, да, то есть там возмущение. Более консервативный журналистской же среде никакого возмущения нет. И тоже вот, я вот говорю, там форум там только что был. Вот все специалисты по безопасности и по России, ну, просто по вопросам безопасности, да, то есть они все говорят: молодцы, это безусловный успех спецслужб. А самое важное, если мы просто посмотрим, то есть вообще спецслужбы разных стран мира делали вещи гораздо более жесткие. Вообще любые. Да. Это вообще верх гуманизма. Если брать с точки зрения как бы гуманной работы спецслужб, это верх гуманизма. Да, я вот там видел, значит, наших товарищей прокуроров, они, значит, составляли как раз справочки на эту тему, да, то есть вот там был случай там с одним румынским диссидентом у французов, которые его держали 2 месяца. Не то, что 2 месяца они его держали, да, что общество, что типа его убили. Там демонстрации по городу ходили относительно того, что его убили. 2 месяца это продолжалось. Там ФБР такие вещи делал. ФСБ России такие вещи делал. Я помню, когда там они ловили этого Анатолия Быкова в Красноярске, там было знаменитое дело с Пашей Цветомузыкой. В точности то же самое оно делало. Кстати, да. Любые то есть они начали обвинять Украину вообще в том, что является обычной практикой. Обычной совершенно практикой. То есть, конечно,